Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что неожиданно скоро решится? Как ваша судьба распорядится? Загадайте, пожалуйста, на себя. На ближайшее время загадайте. И, конечно же, загадайте на то, что решится. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, здесь нам показано, что скоро какой-то спор либо ссора разрешится. С кем-то вы спорите, с кем-то вы ссоритесь, и скоро придет этому конец. Человек, кто в позиции против вас, да, кто ваш оппонент, признает свои ошибки. Ну, в прямом смысле слова, так и скажет, что да, ты во всем права, да, я был неправ, либо я была неправа. Здесь что-то такое произойдет, что разом уберет вот это противоречие, что заставит человека вам поверить, уверовать в вас, на какие-то доказательства, может быть, появятся вашей правоты. Ну, в общем, человек признает, что был неправ, человек попросит у вас извинения, и конфликт ваш будет исчерпан. Все, больше вы ругаться точно не будете, а человек станет вашим, ну, чуть ли не последователем, да, ну, потому что человек убедится, что вы во всем были правы, и не стоит вам противоречить, наоборот, нужно держаться ближе к вам, потому что вы и больше, и лучше знаете. Дальше, мои хорошие, с какой-то поездкой вопрос решится. Здесь либо вы должны куда-то ехать, либо к вам кто-то должен приехать. Но все это как под вопросом сейчас находится. Непонятно, да, как, куда, во сколько, каким образом. В общем, вопросики эти уйдут, и дорожка на эту поездку, она откроется. Вам откроется дорожка, либо тому, кто должен к вам приехать. Все, больше это вас не будет волновать, и можно считать, что дело уже практически сделано. И еще, мои хорошие, какая-то здесь нам показана встреча, которая планируется. Либо вы уже конкретно запланировали, вам назначено, либо вы только лишь думаете о том, что стоит пойти с кем-то встретиться, с кем-то поговорить. Похоже, что вы на подковах пойдете. То есть, во-первых, встреча вам по судьбе, во-вторых, она будет очень удачна. И сама судьба вам подковы вот на обувь одевает, да, чтобы вы прям дошли, удачненько дошли, удачно поговорили. Здесь и судьба за вас решила, что вам нужно встретиться, и также вам будет сопутствовать удача. На подковах пойдете, точно, в правую сторону идете. Ничего не бойтесь. Люди, с кем вы будете встречаться, либо какой-то конкретный человек, будет всецело настроен на вас. То есть никакого противодействия, сопротивления, либо какого-то негативного поведения, отношения вы не увидите. Наоборот, вам обрадуются, вам будут рады, а люди будут готовы сделать все возможное и невозможное для того, чтобы вам угодить. Вот, встреча это 100% состоится. И хоть сейчас она под сомнением, либо у вас какой-то вот срок, да, ожидания этой встречи, бояться вам точно нечего. Будьте уверены в себе, вас и примут, и встретят, и все будет хорошо. И еще. Женщина сомневается в мужчине.
Ну вот как бы вроде вы вместе, но что-то вас смущает, что-то заставляет вас постоянно думать. Причем мысли ваши не самые веселые, не самые теплые. То ли какое-то отношение, то ли поведение. Что-то вас не устраивает. И вы такая думаете, ну вот как? Бросить? Либо как понять, простить, принять. Да? Вот размышляете вы постоянно. Судьба хочет, чтобы вы были вместе. И что бы вы там себе не решили, я вижу, что вы должны еще какой-то отрезок времени быть вместе, ну, либо пройти вместе. Вы именно сейчас друг другу будете очень сильно нужны. Вы нужны мужчине, мужчина будет нужен вам. У судьбы тут свои идеи, планы, наметки, пока вас друг от друга не отпускают. Возможно, в принципе, никогда не отпустят. А возможно, отпустят там через сколько-то там месяцев, лет, пока вы вместе. Значит, не берите дурного в голову. Если судьба вас свела, значит, в этом есть какой-то смысл. А ваша встреча, она ведь правда не случайная. Да? Вот подумайте о том, как вы встретились, как вы познакомились, как у вас там все зарождалось, начиналось. Там явно рука судьбы чувствуется. Не просто перст, а именно рука вот такая подвела. На все, теперь вы вместе. Вы друг другу нужны. Либо вы у друг друга чему-то учитесь, либо вы друг друга вытягиваете, вы друг другу помогаете. Да, в таком ключе с правой стороны. То есть, ну, можно даже так сказать, от вас ничего не зависит. Судьба хочет, чтобы вы были вместе, значит, будете. С левой стороны у вас крылья вырастают. И огонь у вас в руках. Ну, крылья — это что-то хорошее. Огонь — это сила. То есть от того, что придет сила, от того, что вы почувствуете себя в ресурсе, вырастут крылья. То есть вы станете гораздо мобильнее, быстрее, как проще вам все будет. Потому что вы не ножками по грешной земле ходите, а на крылышках летаете. Да? Это гораздо проще, гораздо интересней и быстрее. Вот. Силы, вернуться силы, либо проснуться силы, да, может быть, это ваш какой-то внутренний ресурс, а может быть, вы плохо себя чувствовали, может быть, иммунитет у вас упал, может быть, вы болели, да, либо в расстроенных чувствах находились. Но огонь у вас в руках, а крылья за спиной. Судьба решила дать вам сил, решила дать вам энергии. Все теперь будет как-то гораздо быстрее, легче и в какой-то степени веселее. Дальше, мои хорошие, вижу, что какие-то люди падают, причем летят, ну, вот как вниз головой скорее. А вы, наоборот, поднимаетесь ступенька за ступенькой, шаг за шагом, вы поднимаетесь куда-то вверх. Ну, либо на работе вы будете расти в карьерном плане, в плане профессионализма, ну, либо это какая-то уже как справедливость, да, справедливость действий. Когда плохих людей сталкивают, сбрасывают, грубо говоря, с насиженных мест, а вам, наоборот, помогают свое место найти, да, свое место под солнцем обрести. В общем, это хороший знак, для вас вообще жизнеутверждающий. Здесь идет такое понимание, что все в жизни возможно. Нет каких-то таких невозможных вещей, нет приговоров. Все возможно. Либо всему свое время, просто надо было дождаться. Кто-то падает, а вы, наоборот, возвышаетесь. Дальше, мои милые. Вот здесь очень интересно. Судьба решила, что вам пора с кем-то сойтись для того, чтобы свить гнездо. Ну, гнездо — это семья, да, создать семью. Девушки, либо мужчины, кто меня сейчас смотрит, кто без пары. У вас тут будет выбор из нескольких партнеров, нескольких кандидатов, кандидаток, да, если смотрит мужчина. Выбирай не хочу. Но только не затягивайте с этим моментом выбора, иначе судьба выберет за вас. То есть, если сейчас рядом прям совсем никого, такая голая пустыня, то совсем скоро вы окажетесь на оазисе, там, где будет много разных кандидатов, кандидаток, женихов, невест. И приценитесь поскорее, выбирайте того, с кем прям будет максимально хорошо и комфортно. Не выберете сами, значит, выберет за вас судьба. Здесь вот явно пришло вам время создавать семью. Вот хотите вы того, не хотите, готовы, не готовы.
У судьбы свои планы, у судьбы свои взгляды. Хотят, чтобы вы свили гнездо, выбрали достойного и создали семью. Дальше, мои хорошие, с левой стороны гора. Но есть какие-то проблемы, которые нужно будет решать. Либо пришло время вам заняться этими проблемами. Возможно, что-то вы откладывали, перекладывали, ждали каких-то знаков, либо лучших времен. И у вас вполне себе такая вот приличная кучка проблем складируется. Все больше и больше становится. Время решать проблемы. Время взяться за свою жизнь. Знаете, как будто бы вот как-то одним днем возникнет такая острая необходимость все хвосты свои подтянуть, да, ну, все эти проблемки порешать. Вы, главное, ничего не бойтесь, вы готовы, вы можете, вы совсем справитесь. Бояться вам нечего. И да, помощники вам тоже не нужны. Потому что помощники будут вовсе не помощниками, а наоборот какими-то вредителями, мелкими либо крупными, там уж как дело пойдет. То есть придется вам делать как двойную работу, да, за помощника все исправлять, потом еще и правильно переделывать. Вот, помощники не нужны, вы сами можете раскидать вот эту кучу проблем, все это порешать и сделать, причем какой-то очень короткий срок. Просто нужно взяться за это, не бояться этого, не откладывать, не перекладывать, просто взяться и делать. Все, вы можете, вы способны. Так, еще время пришло какой-то правде раскрыться. То, что от вас прятали, скрывали, то, что где-то вот глубоко-глубоко лежало, но что является действительно мощной силой к тому, чтобы вы действовали, либо приняли какое-то решение. О чем-то таком узнаете, о чем, возможно, знать не хотите, либо, в принципе, да, вас это не интересует. Какая-то правда вам должна открыться. Судьба решила открыть вам всю правду, все секреты, либо все тайны, все то, что было скрыто. То есть как-то это должно на вас подействовать, либо вы как-то должны среагировать для того, чтобы все-таки развиваться, идти вперед, либо наконец-таки принимать какие-то решения. Опять же, вы все разные. Ну, в общем, узнаете, много всего узнаете. Время пришло. Так, здесь показано, что судьба хочет, чтобы вы поменяли работу. Либо вопрос с поиском работы, он решится каким-то странным и для вас загадочным способом. Ну, допустим, вы в поисках работы, вы ищете работу, ну, по своей специальности, либо исходя из своего предыдущего опыта. А судьба такая: не, это не твое, это тебе не подходит. И подкидывает, либо накидывает какие-то совершенно варианты из другой серии, да, либо из другого направления. И вы в такой ситуации, что, ну да, надо браться, надо пробовать себя в новом, да, за что-то новое беретесь. Также возможна ситуация, когда вы очень долго работаете по найму, при этом у вас очень классные способности к ведению, например, своего дела, либо вы в душе прям предприниматель с большой буквы, и судьба такая: ну все, хватит там на дядю батрачить, да, давай сам, либо сама. Тоже будут какие-то варианты, какая-то информация будет приходить, и вы так возьметесь потихоньку, полегоньку, и да, свое дело будете иметь. Но у кого-то ситуация обратная, когда человек засиделся на одном месте, нет никакого ни роста, там уже все на вас давят, вас уже саму плющит, да, от этой работы, от коллектива, контингента, в котором вы находитесь. А было страшно, там, например, уволиться, страшно потерять эту мнимую стабильность. Вот. Судьба, конечно, тут с работой вам здоровски поможет. Но, по крайней мере, вам тут и глаза откроют на то, что ваше, то, что вас не только зарплатой и деньгами снабдит, но и что вам по душе придется. И также здесь, опять же, такой вот, не обижайтесь, конечно, но как толчок, либо пинок судьбы, да, что вот бери и делай. Да, хватит сидеть, бери и делай. Вот, кто искал, тот точно найдет. Кто хотел реализоваться, вы точно реализуетесь. С правой стороны. Вам кто-то что-то должен отдать. Судьба решила, что вам кто-то что-то должен отдать.
Может быть, это что-то ваше, а может быть, это и не ваше, но вам должно принадлежать. Здесь какой-то человек вам из рук в руки что-то отдает, передает. Какую-то вещь, какой-то предмет, а может быть, даже и знания. Обучает вас этот человек. Что-то вам будет дано, что-то будет передано. Вы вроде как берете, но с сомнениями, либо нехотя. Вообще не понимаете, что я тут делаю. Да зачем мне это все дают? Но, видите, надо. Что-то вы должны получить, и получить именно по праву. Ну и по желанию судьбы, конечно. Что-то будете получать. С левой стороны. Что-то решится в вашем окружении. Случится и решится, и выяснится. В общем, какие-то странные вещи будут происходить с теми, с кем вы давно знакомы, с кем вы постоянно общаетесь. Люди как будто бы шахматные фигурки, странно двигаются, кто-то приближается, кто-то наоборот удаляется. Значит, ничему не удивляйтесь, здесь какая-то чистка происходит в вашем окружении. И судьба лишние фигурки просто вот удаляет с доски, шахматной доски. За кем-то будете скучать, но поверьте, этот человек, он либо она вовсе не тот, за кого себя выдавала. Либо этот человек, допустим, очень эгоистичный, и продолжая вы отношения, этот человек мог бы вас как-то задеть, либо обидеть. Да? Ненужные люди уйдут, пустые люди, опасные люди, никчемные люди. Вот эти уйдут, а те, кто вам действительно вот нужен в качестве друга, подруги, поддержки, помощника, наставника, те к вам приблизятся. Даже если вы сейчас с этими людьми знакомы, но по какой-то причине не общаетесь, и кажется, что у вас нет общих интересов, но судьба тут такую рокировку проведет, да, что ненужных уберет, а нужных, наоборот, приблизит. И еще речь идет о какой-то свободе. Только я не могу понять, свобода в чем? В действиях, в мыслях, в желаниях, в чем свобода у вас? Здесь как глоток свободы. Жадно будете пить, но свобода все-таки какая-то дозированная идет. Свобода. Подумайте, в каких ограничениях вы находитесь, либо от чего бы вы хотели избавиться, в чем обрести свободу. Вот, дадут вам испить этой свободы, только да, немножечко так дозированно, чтобы, наверное, голова не закружилась, либо вы во все тяжкие не сорвались. Но да, свободу вам все-таки дадут. Это прям такое яркое событие, запоминающееся. Вот, прям этим событием вы будете очень довольны. Прям по душе вам придется эта свобода. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.